Здравствуйте, коллеги! Мы сегодня рады вас приветствовать в Коми Республиканском институте развития образования. Сегодня у нас открывается фестиваль, называемый его Хрещенский фестиваль мастер-классов. И в рамках этого фестиваля проводится первый мастер-класс, который транслируется на республику. Было проведено уже два мероприятия таких крупных, это открытие выставки и концерт участников. Сегодня мы открываем третий блок педагогической вернисажа пути творчества, это фестиваль мастер-классов. Я должна вам представить сегодня первого нашего участника, это Арина Вениаминовна Горбунова, она педагог дополнительного образования Сыктывкарского центра топ-образования «Радость» при 25-й школе. А сегодня тема нашего мастер-класса – это точечная роспись елочной игрушки. Я думаю, что этот мастер-класс будет всем интересен, причем сама атмосфера данного класса, она как раз нам показывает о том, что мы находимся в зале педагогического вернисажа, и все работы, которые здесь представлены в зале, они являются тоже участниками. Я думаю, что те представители, которые у нас не могут с республики приехать увидеть свою выставку, могут в рамках трансляции увидеть свои работы. Но я слово представляю Арине Вениаминовне. Я также буду у вас сегодня участником, я также буду помогать своим коллегам принимать участие. Я думаю, вам слово. Расскажите, что у вас за мастер-класс и что мы сегодня будем делать. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я сегодня проведу мастер-класс в нетрадиционной технике рисования. Это будет новогодняя елочная игрушка. Мы будем с вами рисовать сегодня не так, как обычно, кисточками. Это занятие я провожу с детьми для закрепления изученного материала с одним из нетрадиционных методов рисования – это точечная роспись. Это занятие проводится в середине учебного года, это ближе к декабрю или начало декабря, подготовка к новогодним праздникам. Оно привязано к темам нетрадиционное рисование, графика, фонтализм. И эти темы у меня в программе расположены друг за другом, блоками, с последующим усложнением теоретических и практических навыков для учащихся. Итак, приступим. Сначала для ребят даем вопросы для рассуждения. Почему в разных древних культурах начинали создавать свои предметы быта с точки? Вопрос к нам? Это вопрос к нам? Да. Нет, обычно вот... Во-первых, это урок получается в декабре, да, и я изначально еще провожу как опрос получается, что же они закрепили, какие у них остались теоретические материалы в голове, да. Дальше. Вениаминовна, нам можно без теории. Давайте нам сразу практику. Так, хорошо. Сразу получается. Да, вы кратенько покажите свои слайды, чтобы мы могли их видеть. Да, задаю вопросы, получается, да, почему так. Самое главное, что интересно. Почему точку относят к графике и что такое фронтализм. Они отвечают и... Точка, что это такое, да? Также идет и в живописи, да, что это отдельно идет фронтализм. Направление в живописи, рисование точками. Немножко историю, немножко вспоминаем. И техника точка к точке, которая сегодня уже используется и сохраняя вековые традиции, оно идет в декорировании разных поверхностей современных, да, ноутбуков, бутылок там, и так далее. Да? И вот сегодня мы будем заниматься точно так же точечной росписью, используя за основу точку. Для этого мы будем декорировать сегодня новогоднюю игрушку. Новогоднюю игрушку можно взять, выбрать, да, какую вы хотите. Так, и будем творить. Да? У каждого своя игрушка получится авторская. Будет она необычная и индивидуальная. Сразу можно выбрать композицию. Какая будет композиция у вас?
Она может быть по поверхности, по верхней поверхности, да, по экватору шарика, да, или по всей поверхности новогоднего шара. Сейчас вы уже выбрали, да, шарики. Так. Отмечаем, да, то, что расстояние между точками лучше сделать одинаковое, чтобы была более аккуратная и красивая работа. Для этого нужна твердая рука и обязательно, чтобы краска была не густая и не жидкая по консистенции. Вопрос можно? Вопрос. Все понятно, что по шарику. А как сделать, чтобы это было ровно? Чтобы это было ровно. Но обычно мы делаем шаблоны для этого, да, но здесь такая техника, как можно проявить фантазию, форма рисования, да, современно сейчас идет как дудлинг, да, можно завитушку сделать и потом уже свободное рисование начнется. Можно сделать, вот как говорю, как основу взять по экватору и здесь сверху уже выставлять точечки. Так, с чего мы начнем? Нет, сначала расскажите еще о красках. Какие краски мы используем? Краски мы используем контурные, акриловые, да, кто-то, может быть, уже приноровился, кто постоянно рисует, тут знают, что есть остренький кончик, да, которым можно чуть-чуть надавливать и выставлять точечку. Точечка может быть тоненькая, может быть толстая. Можно акриловую краску точно так же такие декоративные, да, они для всех поверхностей, керамика, гипс, картон и так далее. Точно так же стеклянные поверхности. Так, объемные контуры, да, если капелька будет более объемная, можно использовать точно так же контурные краски, тоже разных цветов. И витражные краски, потому что сейчас новогодние игрушки они могут быть разных поверхностей, да, не только пластик, пенопласт, но и точно так же стекло. Используются еще и также витражные краски, точно таким же методом точки. А вот я смотрю, что у вас там еще одна баночка есть. Вот что Одна баночка, баночка из-под лака. Из-под лака. Я иногда тоже лак использую, да. Точно так же. Это не обязательно должно быть, да, художественной краски. Мы все, грубо говоря, девушки очень часто занимаются, да, но красок иногда бывает дома нету. Я использую лак. Это тоже единственное, то, что с детьми, может быть, это не очень хорошо, то, что некоторые лаки пахнут не очень, да. Но зато лаки подсыхают, да, такие по густоте, может быть, но зато они вот как раз очень тоже хорошо подходят, все тоже декоративные. С точки зрения детского творчества лак можно не использовать, для них лучше специально. Да, но лаки есть разные тоже, они могут быть вообще не вот пахучие, если а вообще, то да. можно использовать. Да. Тоже с собой взяла, просто так. Так, начинаем, да? Не, ну покажите сначала, да, чтобы мы могли знать, с чего мы могли. С чего начать, да? Так, ну, во-первых, у каждого, да, свою по индивидуальности, да, получается, то, что можно шарик в руках брать, да, и по шаблону, получается, мы уже нарисованный контур есть, и по контуру начинаем выставлять точечки. Так, знаете, что я еще не проверила? Еще надо было проверить сразу по инструментам, да, чтобы точечка была не сильно большая и маленькая, да. Как бы точечки проставить можно сразу попробовать на картоне. Сначала попробуем на картоне, что будет, и потом уже выставляем по шаблону. Друг за дружкой. Я выставляю беленькие, тут рядышком видно не видно. Что не получилось, можно салфеточкой. Так, ну это один из способов, да, то, что мы берем, и то, что не получилось, еще собираем. Можно сделать не в руках держать, можно взять палочку. Это у меня газетные трубочки, да? Снять вот эту пипочку новогоднюю, чтобы удобно было шарик поворачивать. Закрутить и
чтобы его можно было крутить на палочке. Можно сделать так. Можете попробовать, как вам удобнее будет, да, и потом уже начинать. То есть вот эту штучку надо снять. Да, и Вот эта штучка снимается. Еще раз показываю. Берете палочку, ее вставляете, чтобы она вот не болталась, так как ее ширина идет. Ее можно до конца дна сделать и закрепить с помощью скотча. Вот это вот скотча. Так. Можете сразу начинать уже делать. Так, это если у нас контуром, то с контуром удобно. Если это будет зубочистка, у меня вот здесь вот есть пилочки, там немножко остренький кончик надо будет отпилить. Его можно будет вот так отвертеть. Это очень удобно. Ну, как удобно. А? Зубочистку можно окунать в лак. Лак, краску, да, контур точно так же можно сделать. Видишь, она все равно Что можно закрепить? закрепить? Да. Скотчем. Точно так же. Так, картоночки тогда будем взять, да, чтобы пока он удобно красить. Контур есть еще. Так, если можно также зубочисткой, да, вот так вот ее подточить. Можно карандашом нарисовать. Нарисуется. Она очень. Зубочистка сейчас покажу, чтобы капельки тоже были точечки ровные. Мы вот здесь вот окунаем. И рядышком получается точно так же рисуем. Точно так же получается. Потому что иногда бывает то, что контуром очень трудно нажать одинаковые, чтобы было пятно, сама точка, то ли маленькая, то ли большая получится. Можно вот так вот зубочистку окунули. У вас все время диаметр будет одинаковый. Получается. Потом уже сверху эмалью покрывается, да? Это нет, это тоже белая декоративная эмаль, то что можно не обязательно вот контуры использовать, можно использовать вот как раз и лак, и вот такие вот краски. И вот такая Филигранные краски. страшно, да, мне потому что больше вот такая нравится. Она пахнет? Нет? Ничего не пахнет. Сегодня еще не обедали. Да, это так и есть. А я не знаю. Эти краски продаются, собственно, они все в продаже, да? Но вот дешевле всего получается вот такие вот брать, если честно. Вот такие вот. Дешевле. Тут одна баночка, получается, стоит 180-220, в зависимости от магазина, хозяйственный магазин. А, в хозяйстве? Да. Потому что если контур брать, то он стоит 84-120, одна такая баночка. А здесь целая банка, тут 200 грамм. То же самое качество Да. такое же, да? Буду видеть, такими же контурами. Они тоже есть разные. Смотрите, упражнения. Да, понятно. Надо посмотреть, можно я почитаю. Может взять то, что у меня здесь. Хозяйственный уже контур хозяйственный, не очень хороший, поэтому... Есть там же, где и красочные, строительные, там, да, вот эти все лаки, эмали продаются. Они там тоже декоративные. Так открывается, ножницы подъедут. Только выбирать надо цвет, чтобы он соответствовал цвету шарика. Ну, потом это зажмячу. Я попробую, о, это очень сильно мнется. Вот эта краска может подойти для спички. Спичку надо подточить. Краски акриловые, да, в основном.
чтобы я точечкой Ну, играла. вот мне нравится. Уже этой точечкой, да? Так, ну что? Потому что время на изготовление тут зависит От мастерства от каждого мастерства каждого участника. А мастерство приобретается потихоньку и не сразу. Ну, точки-то мы все умеем делать. Ну вот я говорю, поэтому вот я с детьми, вот если с детьми, то лучше зубочисткой, потому что тут диаметр получается, да, Одинаковый, более-менее да? одинаковый, да. Мы подтачиваем вот так вот пилочками тоже. Еще раз мы говорим, какие нужны инструменты, пока все начинают работать. То есть для детского труда, да не обязательно для детского труда, возможно использовать зубочистки с их приготовлением, изменив Да. остроту контура. Пилочкой, да? Да. Ну, насколько, Или скажем, наждачкой. или готовыми контурами. Вот такие есть разные краски, которые используются для контуров. Или лучше всего, иногда она используется, как ни странно, но обычные женские лаки, Да. которые создадут такую эмалевую поверхность. Ее тоже можно использовать. А это просто белая эмаль, да, обычная белая. Перламутровая, да. Они тоже бывают разные, они могут быть и перламутровые, белые, золотые. А можно вот немножко налить в баночку, чтобы девочкам с другого стола дать им возможность использовать эту эмаль тоже. Птичка нужна, да? Ну, лучше, конечно, мастихином брать такие ситуации. Ну, лучше открыть. Ну, вот так. А то, что она так, я понимаю, это эмаль белая перламутровая, которую тоже можно красить. То есть можно отточить немножко. Ее тут нет. Собачистку подточить. Ее затупить надо. Ее надо немного затупить. Там ничего не вижу. Сначала писала взяла шарик, потом сразу. Я взяла такая, мне интересно, взяла другие шарики. Так не нужно, понятно. И причем без рисунка это дешевле шарики. По-разному. Нет, всякое же. Ну они ведь не стеклянные, да? Да, я говорю, поэтому вот иногда витражные краски-то и не всегда, почему вот так именно акриловые подходят. И вот лак для ногтей, вот это вот, да, вот что пластик, есть же и пенопластовые новогодние шарики. У нас уже просто высохло. Всё делаю. Звук будет, да? Мне так вообще не получается. Вы говорите, спец. Если я не спец, я, честно говоря, никогда не занималась точечной росписью. Мне кажется, тут все-таки есть технология наполнения точки. В смысле? Потому Вот что мне- я говорю, вот если есть тюбика, очень трудно, вот особенно детям, которые не приноровились и первый раз, например, сели. Почему? Не, там они такие жирные. Они бывают, да, Я поэтому просто их работаю, надо это вообще проверить. ужас. Мгм. Я Поэтому сначала вот зубы- тоже тренируюсь вот с ними, а Да, потом да, уже да, делаю вот вот почему это. на трафаретах вот С надо детьми это? так вообще там. Потому что там нажмешь, там хоп, а потом и по консистенции краска может быть новая, да, может быть застаревшая, и она может быть более жидкая, а некоторая краска может быть и густая, не выдавливается. И там надо каждый раз контролировать, сколько отжать. Это вообще Да, не жито. Потому что так, что это тебе вещь нелегкая. Вот. Сразу с первого раза ты это делать не сможешь. Намазать там не могу. А вот Давайте была сказана техника точка к точке, это же долго делать. То есть мы, в принципе, ведь не сможем полностью точка к точке делать. Поэтому, наверное, можно давать паузы между какими-то элементами узора растительного.
Да, там получается штрих можно, да, сделать линию. То есть не только точка может быть использована для украшения шарика, да? Да. То есть могут быть какие-то, вы можете показать, Мы какие элементы могут быть дополнительно применены прямо на шарике? А прямо на шарике? Конечно, на шарике прямо. Так, это кисточка. Нам не надо конечно. экран, нам нужно ваше мастерство. Так. Там точно так же может быть и, если не точечная роспись, то получается линия мазочка. А что вы делаете? Сейчас я кисточкой просто рисую. То есть еще можно и расписывать, еще и кисточкой. Ну, роспись получается, да. Но это будет роспись, это не будет точечная роспись. Да, но вот я говорю, то, что можно сделать, если это будет... Комбинировать, да? Да, скомбинировать, ага. То есть можно сделать как бы фон и на фон сверху Сверху сделать положить точечки, да. точечки, да? Мы с детьми еще на обратной стороне кисточки тоже делали. Точки, ага. Точки, если тупой конец, да, Вот это у меня тут вкус, это у меня ушел. То есть я бы, конечно, рекомендовала вот к такой форме обязательно иметь, знаете, вот продаются тоненькие скотчи. Такие тоненькие, они на 5 миллиметров эти скотчи. И эти скотчи, сначала их надо Как под шаблон, да? под шаблон оклеить, а потом этот скотч позволяет сделать более ровную линию, точечную линию, потому что при высыхании этот скотч можно снять. И он уже потом мешать не будет. Как он называется, этот скотч? Он обычный скотч, просто у него величина. Он Ну, бумажный скотч, и у него величина идет. Ну, это то же самое бумажный скотч, только он декоративный, да? Или как? Малярный скотч? Малярный Да, скотч, только он, очень он тоненький. да, разные есть. Малярный скотч, но очень точный. Что-то никогда не обращала внимания, что скотч еще такой узенький бывает. Вот уже даже вот штыра делать не так красиво получается. Ничего сложного, да? У меня потому что блестящий шарик. Ты хочешь сказать, что наш не блестящий? У нее совсем. Это мы как-то с тобой пошли по другому конкурсу, идея. Ну просто и краски не ярко попалась, поэтому было интересно. Вам получается, знаешь, не точки, а какие-то запятые. Мне нравится, когда мы этим работаем, что в классе тишина. Это единственная такая техника для детей. Где нужно сконцентрироваться. Да, да, да. Все понятно. Будем знать. Вот если живописные работы выполнять, то там уже ватными палочками делают. А детей, возраст детей, которые делают это задание? Вы знаете, вот разные бывают. У меня с 1 класса по 9 этим занимаются. То есть тишина идет независимо от возраста. Да. И, ну, конечно, если младше, более возраст, там физминутки лучше сделать, потому что это... Мы обычно математикой занимаемся, мне в последнее время очень нравится. Некоторые стихи читают. В следующий раз надо будет музыку поставить. Я как-то предполагала, что нужна будет немножко тема. А вы знаете, здесь еще интересный вот прием. Не просто точка, но можно еще какую-то запятую сделать. Это тоже получается очень интересно. Из точки перешли в запятую. Ой, слушайте, я не могу вот остановиться. Вот мне как-то надо, вот мне не хватает терпения эти точки делать. Честное слово. Я как будто другую надо вам отобрать у вас. Возьмите середину. Да.
Скажи. Я просто хочу показать, что я вот иногда бывает человеку просто не свойственно делать какие-то вот очень правильные вещи. И у меня вот начинают уходить. Вот видите, точки переходят они в какие-то Тоже интересно. такие вот завиточки. Да. Клеточка. Да, вот такие вот завиточки. Так, это надо, конечно, показать, но это не очень видно, коллеги. Это надо посмотреть очень близко, да, на шарик, который делается. Вот я говорю, вот такие приемчики. Собственно, вот эти контуры, они позволяют придумать, что хочешь. А вот такая краска, вот, если, насколько я знаю, пробовала, она течет. Да. И поэтому, вот, чтобы использовать такую краску в рамках контура, то сначала надо сделать контур, а потом краску залить. То есть это уже чисто такая технологическая совет, потому что знаю, сама пробовала. Ну это же долго, это же мучительно долго делать все эти точки. Это вот говорю, вот, может быть, у меня дети усидчивые в этом году попались, не знаю. Вот мы сегодня, не сегодня, а вот в этом году, в том году, получается, это делали. Мне кажется, надо точки делать чаще. Чаще, Да. хорошо. То есть Далековато, да, хорошо, да. хорошо. То есть принцип точка к точке, это практически превращается в линию. Да? То есть она, Бусики такие. она как бусики такие. Да, да. То есть вы попробуйте точечку поставить очень близко к другой точечке. И чтобы вот вы увидите, как это будет, собственно, меняться. Да, по-другому совсем уже. Это будет совсем другое впечатление и такое ощущение. Точно так же можно комбинировать, да, почему вот узор, да? Узор это что, повторяющиеся или чередующиеся элементы? Точно так же можно точечку одинаковую, да, поставить по диаметру, а можно чередовать по диаметру маленький, большой, маленький, большой. У меня я не вижу, как у меня снято начинать вообще с этими мелкими точками. Я, кстати, тоже подумала, что я очки зрения взяла. Не вижу, когда я очков, и мне просто очень тяжело. Я очки не ношу, нет необходимости. Я устаю вот так вот это вот смотреть. Еще шарик может сам по себе бликует, да, немножко неудобно. То есть лучше какой матовый брать, да? Если для У меня практики? матовый, но мне тоже тяжело. Детки очень любят еще пайетки. Пайетками украшать сверху. Что блестит, это как... Еще такие пудры есть, специальные блестки. Вот пока не высохла эта точечка, сверху можно насыпать на точечку, и она еще будет блестеть. Ну, вот с точки зрения вкуса. Вот Как вы Смотри, говорите о да. том, чтобы вот, соединить цвет шарика с выбором контура, цвета контура? Либо черненький, но нету черненького. Черненького Там, нет. конечно, смотреть надо, да? Каким образом? Предварительно сначала обговорив композицию, Но и потом- композиции сейчас у нас нету. Сейчас и у нас потом идет интуитивное рисование, как я называю. и какие ты будешь цвета применять, да? Наверное, ограничение цветовое должно быть, да? Чтобы Цветовая не гамма, да, была? ляписто было, да? Да. Мы обычно как говорим, не больше 3, да, но один, чтобы был доминант. Но доминантом является цвет шарика. Да. Поэтому, Поэтому что? Если 3 цвета надо брать, тогда мы берем один для узора и второй для блесток. Нет, здесь в принципе могут подойти краски. То есть из тех Получилось. зачем? То есть мы не потому что такие цвета. Нет, почему? Такому зеленому желтому он создает необходимый контраст. А не цвета У меня здесь просто, потому что это рисовала хорошо, а вот это вот всё, у меня Но, мне кажется, этот контур надо еще вот не обваливать. И всегда контур немного. Когда он начинает сохнуть,
надо немного все-таки при помощи спирта, спиртовыми такими салфетками, часть вот этого налета снимать, потому что надо постоянно периодически обновлять выход. То же самое можно делать и с палочкой, да, чтобы у вас постоянно она была чистенькая. Тогда, собственно, форма будет сохраняться. Да, у меня первый раз Наталья Геннадьевна с вами пасует. У меня ничего не получается. Да, сколько по времени уходит на хотя бы вот это роспись одной кружечки? Час. Час. Ну, если усложняться, там в узорчике все равно, да, там плюс-минус, как говорится. Так, ну мы вот, чтобы у нас не скучали наши участники трансляции, а может быть им показать еще раз презентацию? Так, видео, да? Да, это включить презентацию, пусть они посмотрят потихонечку и почитают, пока мы тут точечки свои делаем. А потом мы уже покажем, собственно, наш полученный результат. Все равно какой-то результат есть, какой-то не было. Слушай, как красиво у тебя получилось, а? Ну-ка покажи это, как, смотри, какой-то. Ничего сложного. Ну-ка, я посмотрите, вот оказывается, можно сильно не заморачиваться, да. Вот что, как говорится, точка к точке, да, просто точка. То есть Я можно тоже показать закончила. в экран. Тоже красиво, потому что, наверное, опыт есть, да? Ну, мы с детьми тоже делали, да. Я вот даже принесла ангелочка показать вам. Показывайте, покажем, да. Мы Тоже делали, такие же техники, да? да, мы точечную росписью делали. Вот если вы пробовали, Вот таких может, вот да, вы можете сказать, ангелочков. Тоже точно. Это тоже точечка, да, картон, покрытый. у нас идут как раз крещенские, как раз очень Да. актуальные вот эти сувенирчики. Мы с Ариной Вениаминовной в одной организации. Грунтовали как-то? Грунтовали, да. Грунтовали. Можно ваши И потом, да. ПВА? Бывает, потом, да. Ну, у меня вот такие есть, очень много остаются, вот эти тюбики. Да, и потом можно как бы сзади петелька и на елочку или куда-нибудь. Да, хорошая идея. Просто и красиво. Конечно, в работе с детьми изделия не берутся сложные. А вот для тех, кто хочет сделать более сложные изделия, здесь подходит любой, в общем-то, материал. Тут может подойти заготовки кружки, тарелки, которые продаются у нас сейчас в вот этих хозяйственных магазинах, без росписи стеклянные. В этом в ленте есть самые дешевые. Вот тут тарелки расписывали. Но по точечкам. Собственно, сейчас Выбор большой. выбор большой, какие материалы можно расписать. Как у нас родители хорошо. Руку набиваешь. А ты где? Акрил должен быстро сохнуть. Акрил сохнет, ну, где-то минут 15-20, если его не трогать, он может засохнуть. Ну, конечно, надо, вот, собственно, какое-то время подержать для просыхания, ну, в таком вот виде, вот, вертикально.
Так, ну, давайте немножко профиксируем, пока вы делаете. Опять же, чтобы не было скучно и грустно тем, кто нас смотрит. Вот, потому что уже начинаются приемы как бы делиться опытом. Вот сейчас мы попробовали немножко поделать эту игрушку. Насколько это сложно, легко, есть ли смысл приобрести опыт этот, вот, допустим, или надо просто усидчивость и каждый день это делать. Насколько вот легко дается. Ну вот если зубочисткой, да, как говорится, палочками, то это намного проще. Вот если это с контурного тюбика, там, конечно, приноровиться надо. Ну, У детей, наверное, конечно, усидчивость больше и терпение вырабатывается, моторика. Ну, когда это делают они себе, Глазомер и хороший когда должен быть. это, Да, найдут а в время подарок, и а в усидчивость, все у них находится. Для себя любимый. Они язык высунул сделают. Ну, поэтому вот Я как раз уже под новогодние разубеждалась. праздники это очень Да, да. актуально. А эти сувениры, которые делают там вообще. И, например, подарок маме на 8 марта, да, что это тоже может быть. Ну вот я думала, может на 8 марта, чтобы наподобие. Мама ангел. На 8 марта можно сделать небольшую вазочку или кружечку для чая специально. Мгм. То есть Да, я думаю, точно. что Классная идея. Посмотрите однотонные кружки. просто мы всегда С думали, дразиками еще украсить. Да. если И мы с думаем, бусинками можно Бусинки-то еще. отвалятся, наверное. А крепче, Почему? может быть, Ну, держаться. Нет, на клей пистолет можно. я как человек опытный в акварелях скажу следующее, что вот для того, чтобы заняться вот этой техникой, вот мне, например, не хватает времени. То есть для меня вот даже вот сегодняшнее занятие, я скажу так, тяжело дается. Тяжело дается, потому что вот, рука дрожит, точка получается неровная. И для специалиста-художника кривой шарик, он, по-моему, не очень хорошо дается. То есть к чему хочу сказать, что, конечно, это нужно опыт. Вот получить, чтобы вот такое изделие, вот такое красивое изделие, конечно, нужна навык и Я тренировка. еще без очков, понимаете, уже так это. Это навык и Методом тренировка. тычка уже вот просто. То есть, собственно, вот, Ну вот чисто этим не занимаемся у нас. а вот какой-то вопрос, коллеги, отдельный. к вам же, да, вот раз вы работаете в этой технике, вы думаете, а есть ли смысл сразу давать вот этот контур? Или все-таки есть смысл потренироваться с детьми в какой-то практике? Вот, Проживать какой-то пальцами, обязательно. палочками. У нас сначала идет, например, у меня в программе идет сначала пальчиками. Я бы еще добавила сюда. А это же внизу будет так. Ну да. Да, а какая разница? Елка, на елке шарик висит и вот так. И Даже очень да, бывает если интересно, если можно здесь украсить вот где-то вот верхушечку такую красивую сделать. Вот мы сначала пальчиковые техники, сначала пальчиками рисуем, потом ватными палочками, и потом уже переходим. Ну вот я сейчас видела очень интересно, когда делается вот эта капелька, а потом пальчиком ее вот втягивают. Смотрите, вот этот прием. Но он больше к росписи похож, да? Вот, который Да. Вы знаете, вот я даю своим детям на черном фоне, на картоне, мы рисуем, вот Рина говорила, дудлы, да, белой ручкой. Да. Белой ручкой, Гелевая гелевая ручка, или же белой краской. То есть там тоже тонкие линии, как бы четкие должны быть. А после этого можно уже давать вот эту точечную роспись. Смешанные техники, вот они тоже любят. Да. Смешанные техники. Ну это дети. А вот сейчас мы все-таки ведем разговор не совсем только о детях, потому что вот сейчас выходит на первый план это хобби, деятельность для всех, не только для детей, не только для общеобразовательных организаций. То есть вот такими приемами работы заинтересованы для освоения взрослые люди. То есть, Потому что это по характеру человека, мне кажется, больше, наверное, подходит. Потому что вот есть вот усидчивые, терпеливые, да, вот, и они вот сидят, это все кропотливо делают, а пока у них там это... Нет, я имею в виду, что можно ли ее применять для работы со взрослыми? Будет ли взрослым интересно заниматься вот этой техникой
Но детям понятно. То, что вы сейчас озвучили, сказали, что у детей формируется там навык усидчивости, терпения и все такое. А что это может дать взрослому? Радует глаз. Навык усидчивости, терпения. Релаксация. Это для некоторых, да, вот это по характеру. Честно скажу, мне не нравится. Я из всех людей, которые вот если у меня не получается, честно говорю, просто убрать. Не очень. Возьмите зубочисткую эффектную живопись. То есть мне не хватает немного четкости, потому что вот, эмоциональность, она хорошо. Ножнички, высохла, нет? Придется палочки подавить. Так, ну что, мы будем показывать, что у нас будет получаться, да? Тогда еще доделаем. А это у нас и вот тут. Кто сделал такой замечательный шарик? Это я. Смотрите, какой нежный получился. Вот вам, пожалуйста, темперамент и характер человека. То есть в каждом шарике выложен темперамент и характер. Очень легкий и очень ненавязчивый такой узор. Можно, конечно, немного было усилить. Нет, я также бы немного по композиции добавила бы еще выход вот сюда, наверх, завитушечку. Вот как они вниз пошли, вот точно так же можно вот здесь какой-то вот, чтобы вот с точки зрения композиции завершился вот этот образ. То есть пока нет, не кисточка, а такой же точечкой, да, чтобы оно закончилось. При вашем таланте вы можете. Сейчас я попробую все-таки свою закончить. Да, добавлю еще что-то. Спасибо всем. Коллеги. Спасибо большое. Приходите к нам. А там открыто, да? Ну, открыли, это зависит все равно от характера все-таки, да? Вот, хорошо. Нужно научиться, вот, чтобы жирную или жирную. Я подружек, я так вижу на этом деле. Зубочистка, мне кажется, это сложно. Мне надо Надо еще сложнее. Контур должен быть свежий еще. Потому что когда не свежие, они залежавшиеся, они могут плюнуть. Это раз и нехорошая клякса может получиться. Качество, это зависит от качества. Ну да, вот, что контролирует, у него история Срок годности, да. Ну, поэтому контролирует. А снимают все, да? Ну, не знаю, наверное. Да. Да. Больше не вкалывать? Насколько она держится? До 3 недель. В зависимости от того, какому Там 2,5 надо. Это прямая трансляция. это то самое часть идешь. Монтаж тут. Монтаж это смотрим, что подфотошопить. Но мне все равно не будет задержаться. Здесь мне где-то 3 года. Самый тонкий участок шея. Там, ну, 2 недельки. Зато теперь имею представление, как это все можно. Так, ну что, мы, наверное, все-таки составим букет, да, покажем нашим коллегам букет из наших полученных игрушек. Сейчас я посмотрю, как там заканчивают еще. Я еще хочу сказать, что я всем подготовила такие программки для моих не организаторов, а мастеров.
Да? То есть благодарственные письма будут позже, но на этот этап, что вы являетесь участником, сделать такую Спасибо пропуск. большое. А может, участником может быть каждый или не каждый? Участником может быть каждый, который заявился в рамках педагогического вернисажа. То есть я еще раз давайте немножко прокомментирую, пока у нас все заканчивают работу. Что за педвернисаж? Собственно, это сеть мероприятий, направленных на педагогов дополнительного образования, для педагогов художественных направлений и всего. То есть у нас 3 мероприятия. Первое мероприятие – это выставка творческих работ. Кстати, Алина, она приняла участие в этой выставке, у нее здесь есть ее работа, она, если я не ошибаюсь, то она висит там, ну, вот у нее линии висят, да, то есть у нас масса тут участников, вот есть декоративные вещи, тоже вот тут вы говорите, здесь есть, видите, работы сделаны в этой технике, пожалуйста, вот и у нас мастер-класс будет участница Кондратьева, Анна Кондратьева принимать, это 3-й мастер-класс, это будет в четверг, она покажет вот именно вот эту технику. Назвала. Первый, это надо было сначала заявиться о себе, это пройти через этапы электронного отбора, надо было загрузить свою работу, потом у нас жюри отбирало работы. И благодаря этому отбору у нас получилась выставка. Выставка в Каиро, она в зале здесь, 218 аудитории у нас еще выставка. И в коридоре 2-го этажа можно посмотреть работы. Второй этаж. Посмотрите, это участники 1-го этапа. 2-й этап это у нас музыканты, у нас 2-е направление музыканты. Они заявляли своими произведениями, то есть исполнительское, то есть они могли либо показать исполнитель, либо сочинение. Может быть, из них кто-то сочиняет музыку, кто-то сочиняет песни, кто-то сочиняет, собственно, какие-то аранжировки и так далее. И вот в этом году у нас первый раз в этом году музыканты приняли участие, это где-то 8 человек. И 25 декабря у нас на базе Крирок был такой новогодний концерт, мы его назвали новогодним серпантином, для сотрудников и для ветеранов педагогического труда. И вот я знаю, что Татьяна, да, она у меня была помощником в этом мероприятии, что концерт прошел очень замечательно, и наши участники себе показали, то есть они раскрылись не только как педагоги, но они раскрылись как артисты, это был очень замечательный концерт. Ну и вот последнее направление, которое идет в рамках педагогического вернисажа, это направление мастер-класс, или как я называю, методическое творчество. Методическое творчество, здесь мы показываем, насколько мы работаем как педагоги в творческом направлении. И вот Арина Вениаминовна является у нас первым участником этого мастер-класса. То есть все мероприятия закончатся у нас в феврале. И да, это программка только фестиваля. То есть 3 мероприятия, выставка, концерты и фестивали. Скорее всего, мы планируем, наверное, еще 1 концерт в рамках празднования 80-летнего юбилея института. Я думаю, что те участники, которые у нас были выбраны из музыкантов, но не приняли участие, они помогут нам организовать праздничный концерт для института. То есть вот таким образом. То есть чем интересен сам проект? Потому что учителя чаще всего проявляют себя как учителя. То есть мы работаем с детьми, мы работаем только с детьми, и творчество как таковое не проявляется. Суть мероприятия – это показать, что у нас людей творческих очень много творческих людей. Среди педагогов много творческих людей. Слушайте, ну вот посмотрите, как ни странно, вот я единственный, кто сегодня опростофилился. То есть у меня получается, что я не смогла, неусидчивая Наталья Геннадьевна, не смогла сделать себе игрушку, но вот я вижу, какие получаются замечательные результаты. Сейчас еще закончится, это вообще супер. Даже самое это интересное, что я вижу, что даже неровно подруженная точка, посмотрите, как она смотрится издалека. Давайте я покажу вашу игрушку. Смотрите, как она издалека смотрится нарядно. То есть даже вот это отношение, может быть, не совсем точечной линии, да, а издалека она все равно украшает.
То есть есть такой замечательный взгляд. Насколько я работаю много с детьми, я вам скажу, я всегда говорю, а прямых линий в природе не существует. Да. Поэтому чем идет вот, в общем-то, такая вот нестандартная, неординарная линия, тем она ближе к природе. У меня совсем неординарный. Татьяна Дмитриевна, вы себя не любите. У вас такая получается, да, недооцениваете. У вас там такая замечательная восточная игрушка получилась. То косо, то меня. Нет, вы не правы. Вот такая замечательная игрушечка. Издалека она смотрится просто потрясающе красиво. Смотрите, девушки, какая получилась замечательная игрушка. Это мусор. Нет, так Это такой получился замечательный узор, мы можем показать, да, вот такой интересный узор получился. Да, сложный такой. восточный, да? Да, восточный. Мы С восточным характером. там что-то есть восточное. Бывает такое. Но мне надо тоже закончить, по идее. Но как-то вот уже времени. Кто-то стер у нас аккуратненько. А это сейчас зацепили. Да. Ну что, коллеги, мы, наверное, попрощаемся с нашими зрителями, да? Алина Вениаминовна, несколько слов, как бы, вот скажите коллегам в республику, доброжелательно. Приглашайте на свои мастер-классы еще. Желаю творчества, конечно, да, хорошего настроения и творческих успехов. Спасибо большое. Давайте, видите, падают у нас игрушки. Приезжайте к нам в Сыктывкар, эти мастер-классы, которые у вас есть интересные, мы можем показать на всю республику. Так что заявляйтесь. Сейчас я Вблизи всех рассматривали, Да, Дай мне похвастаться своим шефом. Покажи, сама покажи, что ты там делала. Я вам смотрю, вот эти точки очень красивые. Поближе подойди, тебя не видно тут. Очень хорошо. А мне бы очень хотелось, чтобы коллеги увидели, что Татьяна Дмитриевна замечательный талант и еще и искусство. эти штучки не потеряли, с собой взять, да, шарик, чтобы если бы вы взяли и с собой вот эту вот наконечник, чтобы потом можно было повесить. Сколько сок? Наверное, минут 10-15. Больше? Да, да, с палочкой сюда возьми. Слушайте, вот эта матовость стерлась. Матовая стерлась. Жирненькая у нас точка.